Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем наш региональный лекторий, посвященный дню рождения Русского географического общества в Республике Башкортостан. Сегодня наш лектор, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктор биологических наук Мартыненко Василий Борисович. Уважаемые друзья, я надеюсь, что вам понадобятся некоторые знания, которые я вам расскажу. Почему? Потому что охрана биоразнообразия, она связана и с красными книгами, и с проектированием особо охраняемых природных территорий. И как показывает опыт, во многих регионах этим занимаются как раз географы. Я сам являюсь членом природоохранительной комиссии Русского географического общества, центрального отделения, и руководителем здесь комиссии природоохранительной в Республике Башкортостан. Я биолог по образованию, ботаник, но моя работа была очень сильно связана с нашими заповедниками, охраняемыми природными территориями. Поэтому я эту систему очень хорошо знаю, сам проектировал многие ОПТ и также являюсь автором и редактором нашей Красной книги Республики Башкортостан. Я вам хотел рассказать про основные принципы и уровни сохранения биоразнообразия как раз на примере нашей республики. Вообще, как вы знаете, проходите, садитесь. Как вы знаете, здравствуйте, человек, в отличие от всех видов на Земле, вид не просто биологический, а биолого-социальный, да? И он не столько адаптируется к окружающей среде, сколько адаптирует эту среду под себя. В отличие от всех зверей, да? Звери только адаптируют там себе норы какие-то, там, гнезда там, и так далее. А человек все. В результате такой адаптации прогресс нашей цивилизации в последние 2 столетия происходит с колоссальной скоростью. Стремительно растет народонаселение планеты. Вы знаете, сколько у нас сейчас на планете жителей? Да, уже к 8 подходит миллиардам. Это огромная цифра на самом деле. И дальше экспоненциальный рост и так далее. И понятно, что увеличивается потребление ресурсов, энергетических, минеральных, водных, биологических и так далее. И естественно, что при этом любой научно-технический прогресс и освоение земли, суши, воды и так далее, он связан с огромным воздействием на экосистемы и, конечно, колоссальное загрязнение экосистем. Наверное, слышали, даже Конюхов рассказывал про эти горы, пластикового мусора, целые острова в океане встречаются уже, да? К концу эйфории 20 века, эйфория способности покорять природу, она сменилась состоянием тревожного ожидания. А что же вообще будет завтра-то? К чему мы придем вообще? Человечество к чему придет? И так родилась концепция перехода на устойчивое развитие. И наиболее крупное в планетарном масштабе событие по международному сотрудничеству произошло в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Там произошел саммит Земли, на котором очень серьезно обсуждалась эта повестка. И на этом саммите Земли как раз была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Участвовало 172 из 195 стран. То есть, фактически, весь мир поддержал эту конвенцию. Что такое биологическое разнообразие? Биологическое разнообразие является важнейшим, исчерпаемым биологическим ресурсом. И это, на самом деле, не нуждается вообще в доказательстве. Биоразнообразие, имеет многомерную ценность. Во-первых, это прямая коммерческая ценность.
Ну, что такое прямая коммерческая ценность? Это наша еда. Ну, вы знаете, даже вот, значит, ну, зерна, хлеб, да, это биоразнообразие. Животные – это биоразнообразие. Значит, лес – это биоразнообразие. Кстати, и пластик тоже. Из чего пластик-то делается? Знаете, да? Из нефти. Да, а нефть что? Это результат, значит, разложения остатков растительности. Лекарственное сырье и так далее. Вот это вот прямая коммерческая ценность. Тут с этим все ясно. Дальше вторая – это непрямая коммерческая ценность. Значит, что такое непрямая коммерческая ценность? Это фактор, который оказывает экологические услуги биосфере по газовому составу атмосферы, регулированию климата и гидрологического режима ландшафта. Причем в денежном выражении, самое интересное, она может быть и выше прямой коммерческой ценности. Ну вот, человек и 3 минут там не может прожить без воздуха, да? Ну, тренированный дайвер там до 9 минут, говорят, может задержать дыхание. А дальше все. Гибель мозга происходит. Мы дышим воздухом ежеминутно, да, а главная составляющая воздуха, вы знаете, да? Кроме азота, это кислород. Кислород, вся живая биомасса планеты нам поставляет этот кислород. Все фотосинтезирующие организмы. Ну или вода, да. Да, вода, конечно, это неорганическое вещество. Но тем не менее, значит, без воды мы жить не можем. И наши экосистемы, они как раз аккумулируют, чистят воду и так далее. Вот таким образом оказывается вот эта вот непрямая коммерческая ценность. Ну и вот еще один пример вот зарубежный, чтобы понятно было тоже. Значит, это бухта Нью-Йорка при впадении реки Гудзон. Она занимает где-то порядка 5000 квадратных километров. Огромная бухта. И она фактически оказывает бесплатные услуги по переработке стоков 20-миллионного города. Представляете, да, себе, сколько туда сливается. И вот этот бентос океана и реки, он все это переваривает, значит, и фактически является очистным сооружением. Вот. Далее, следующее. Это опционная ценность. Что такое опционная ценность? Это ценность, пока не познанная человеком, но которая может впоследствии человек... Проходите, садитесь. Который впоследствии человек может оценить. Ну вот яркий пример. Значит, в одном из видов губок в Карибском море, губка, на которую не обращали внимания, но ученые открыли в ней вещество, очень сильное лекарственное вещество, которое используется сейчас против онкологических заболеваний. То есть губка никому не нужна была, а теперь вдруг она стала очень-очень востребована. Ну и вот, поскольку здесь больше девчонок, да, хорошо, наверное, знаете, да, гинго билоба. Значит, это реликтовое растение. Никому, в общем-то, не нужное было в Китае. Но за последние 30 лет вот доход Китая от использования гинго билобы, значит, где-то порядка $500 миллиарда в год. Это когда открыли целебные свойства вот этих листьев гинго билоба. Ну, 500 миллионов, можно сказать, для Китая это ерунда, да. Ну, вообще, на самом деле, это сопоставимо, например, с бюджетом Пензенской области или в 2 раза больше, чем бюджет Оренбургской области. Так что деньги на самом деле огромные. Вот вам, что такое опционная стоимость. Ну и следующая ценность биоразнообразия – это ценность существования.
как источник положительных эмоций для человека. Общение с природой – это внутренняя, генетически предопределенная потребность человека как биологического вида. Ну, все же вы любите, как говорится, летом сходить к озеру на шашлыки там и так далее, и так далее. Мы должны постоянно общаться с природой, по возможности это делаем, да, не можем мы все время жить вот в этих замкнутых коробках. Биоразнообразие включает в себя все живые организмы, и то, что оно является исчерпаемым ресурсом на планете, в настоящее время не нуждается в доказательстве. Человек во все времена активно пользовался дарами природы, ну и, естественно, ряд видов и сообществ начало исчезать. Ну, что приводит, так скажем, к необходимости их охраны. И вот существует три формы, вернее, сохранения биоразнообразия. Ну да, 3 уровня, можно сказать. Значит, это генетический уровень сохранения биоразнообразия, который включает в себя сохранение семян, культуры тканей, замороженных сперматозоидов редких животных там и так далее. На сегодня в мире существует порядка 50 таких вот хранилищ. Привет, заходи. 50 таких хранилищ, в том числе 3 из них существуют в России. Ну, это Криво в основном хранилище. Это так называемые генетические банки. Наверное, помните, да, как там в Библии у Ноя. Каждой твари по паре было у него там на его ковчеге. Ну вот примерно это то, что и есть генетический уровень сохранения биоразнообразия. Ну, а более приземленном варианте это, наверное, судьба сотрудников Всесоюзного института растениеводства в блокадном Ленинграде, которые во время войны умудрились сохранить весь вот этот селекционный семенной фонд, при этом 28 сотрудников погибли от голода. То есть какая мотивация у людей была, да, потрясающая в то время. И вот этот селекционный материал, он помог потом восстановить все сельское хозяйство в северо-западной зоне России. Потому что в ВИРе сохранялось со всей северо-западной зоны России вот эти семена и так далее. Ну, для того, чтобы вам понять, вы, не знаю, по биологии это изучали такие вещи. Вот вы знаете, что если посеять зерно пшеницы, допустим, из него вырастет там колос, да, значит, дальше мы эти зерна берем, опять сеем, опять вырастает. И так, допустим, 5-6 раз, там, 7 раз, 10 раз. Но если вот этот семенной материал не обновлять от родительских форм, то на 5-6 год урожай у вас вместо 20 центнеров с гектара будет 5 центнеров с гектара. То есть идет вырождение растения как такового, культурного, я имею в виду культурные растения. Это не относится к диким растениям. И поэтому семена постоянно, родительские формы пересеваются и производятся в специальных селекционных центрах, так называемое вот это вот элитное и суперэлитное зерно, которое можно потом высевать вот в течение 5, ну там 6, может 7 лет. А дальше все равно хозяйство должны опять купить элитное зерно и опять сеять уже по новой вот это же зерно, потому что свое зерно выродится. И поэтому нужны вот эти генетические хранилища, особенно это касается, значит, культурных растений. Дальше следующий уровень это, так, я тут, следующий уровень это популяционно-видовой. При этом охране подлежат редкие виды растений и животных. В естественных условиях это, как правило, система запретов,
сбора растений, отстрела животных, ну, на каких-то животных, допустим, существуют запреты, да, квоты на вылов рыбы там и так далее, и так далее. Но во флоре и фауне любого региона имеется ряд видов, которые относятся к редким и нуждающимся в охране. И вот такие виды заносятся в красные книги различных уровней. В нашей стране 2 уровня Красной книги. Это Красная книга Российской Федерации и Красная книга регионов. Ну, у нас, в частности, Республики Башкортостан. И это очень правильно. Почему? Ну, вы географы все знаете, какая огромная наша страна, сколько там часовых поясов, климатических поясов, биоклиматических поясов у нас. И одни виды в одном регионе могут быть редкие, а в другом они могут быть обычным видом. Ну, яркий пример, вот, вы в Башкирии где-нибудь клюкву встречали? Клюква, которая растет на сфагновых болотах. Она есть в Башкирии. Правда, клюкву мы исключили из Красной книги, а клюква мелкоплодная осталась в Красной книге. Вот. Например, на территории Западной Сибири этой клюквы, ну, там ее там тоннами заготавливают и так далее. А у нас она достаточно редкий вид. Вот. Поэтому в регионах свои красные книги. Но Красная книга Российской Федерации, она, естественно, она не объединяет все виды регионов. Там наиболее редкие виды, которые действительно редкие в масштабах страны. Вот. Ну, да, и вот что очень важно, что Красная книга, хоть региона, хоть Российской Федерации, она является юридическим документом, то есть имеет юридическую силу. И за то, что человек уничтожает краснокнижные виды, он несет ответственность вплоть до теперь до уголовной по определенным видам. Недавно было принято законодательство, что ряд видов, значит, ну это относится к таким, как тигр, там, допустим, там эти горные козлы там и так далее. За них уже уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение этих видов. Ну вот приведу пример. Значит, у нас в настоящее время Республики Башкортостан произрастает около 1700 видов сосудистых растений, около 500 видов махообразных, 400 почти видов лишайников и более 400 видов грибов, макромицетов. Список, значит, объектов растительного мира и грибов, которые занесены в последнее издание Красной книги, она была у нас в 2021 году, а каждые 10 лет эта Красная книга обновляется, из нее ряд видов исключается, у которых уже угроза исчезновения пропала, и наоборот включаются новые виды, которые угрожаемы, так скажем. Значит, эта Красная книга у нас включает 284 вида растений. Значит, покрытосеменные 220, папоротниковидные 10, плоновидные 2, ну и так далее. Значит, из них, вот из этих 284 видов, 47 видов занесены в Красную книгу России. То есть где-то мы считаем, что это где-то 5-я часть наших видов, которые считаются глобально тоже редкими для России. А вообще в Красной книге Российской Федерации 600 видов всего. Следует отметить, что редкие виды не все одинаковы. Одни из них чрезвычайно редкие, некоторые встречаются более часто. И для оценки редкости тех или иных видов принята специальная шкала категории редкости в Красной книге. Вот такая имеется шкала. Самый верхний, самый, как говорится, тяжелый. Заходите, садитесь. Вы на лекцию пришли? Проходите. Значит, это вероятно исчезнувшие. То есть это те виды, которые раньше обнаруживались на территории республики, а за последние 50 лет
Ну, вот такая грань придумана, что 50 лет. Если мы 50 лет не находим этот вид, ну, ботаники имеется в виду, флористы, не находят, то они записываются, вероятно, исчезнувшие. И вот у нас есть, у нас таких видов 13 в Красной книге. В основном это виды таких меловых степей, которые в основном это вот на границе с Оренбургской областью. Ну и есть вот, допустим, болотоцветник, это водный вид. Тоже исчез, не можем нигде найти, встретить не можем. Вот. Дальше категория номер 1 это находящиеся под угрозой исчезновения. То есть виды, численность особей которых уменьшается до такого уровня, или число их местонахождения настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть. Таких видов в республике уже 46 насчитывается. Ну и вот примеры этих видов, некоторых из них. Например, радиола еремельская. Ну, аналог радиолы розовой, и ее хищнически заготавливали. А она растет у нас только в высокогорье, центрально-возвышенной части. И фактически человек своими руками на территории республики уничтожил этот вид. Ну или вот, допустим, ну, калипсо луковичная, это вот у нас орхидная. Вырубают зеленомошные леса, значит, у нас особенно это Павловка, там, значит, Бурзянский район и так далее. Ну вот исчезает, естественно, это растение. Вот. Следующее это сокращающиеся в численности, то есть это виды с неуклонно сокращающей численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть уже в категорию 1 или в категорию 0 вообще. Вот таких видов в республике уже 81. Ну и вот примеры этих видов. Например, лобария легочная, такой макролишайник, а он произрастает только в старовозрастных лесах, вот только на очень старых деревьях. То есть будет тут же рядом молодой лес, но лобария там расти не будет. Вот вырубают леса, да, старовозрастные, и она исчезает. Ну, то же самое с венериным башмачком, мы можем сказать. Следующая категория – это виды с естественно малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны. Ну, это редкие виды, они сами по себе могут быть редкие, потому что они обитают в редких местообитаниях. Ну, например, лен уральский, вот его очень много на Шихане, Тротау. Вот он растет на таких в каменистых субстратах, потому что он не конкурентоспособный, он не может расти, допустим, там, в луговой степи или в нормальной степи, да. Вот он залез, вот только в горах может расти, и все. Вот он поэтому редкий. Следующие – это виды с неопределенным статусом. То есть виды, которые, скорее всего, вероятно, относятся к предыдущим каким-то категориям, но у нас не хватает о них сведений. Ну и таких видов у нас в Красной книге всего 8 штук. Ну вот пример, допустим, это Петров крест чешуйчатый. Это растение-паразит, которое очень красиво, когда оно цветет, значит, которое паразитирует на корнях деревьев, там, кустарников, причем там ольха, черемуха. Ну это полно вот этих ольхи, черемухи, орешник, например. Но почему-то он растет очень редко. Казалось бы, вот если он, значит, паразит распространился, должен часто расти. Нет. И непонятно почему. Это не изучено. Ну и пятая категория, она стандартная, придумана для, значит, всех красных книг, региональных и Красной книги России. Это восстанавливаемые или восстанавливающиеся виды. То есть те, которые, значит, меры охраны для них были сделаны хорошие, и они вроде как начали восстанавливаться. Но, к сожалению, у нас в Красной книге Республики Башкортостан таких видов нету. Пока что ничего мы
не наблюдаем, что что-то так серьезно восстанавливается. Фауна Башкирии – это, понятно, совокупность видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Республики Башкортостан. Но она также у нас очень богата, как и флора. Вообще наш регион, надо сказать, он очень богатый. Значит, это благодаря наличию гор, разных экосистем и так далее. У нас здесь есть и широколиственные леса, и высокогорные там таежные леса, поля, значит, тундры, там, болота, ковыльные степи, там, озера и так далее. Ну, только моря, в общем-то, нету, да? Остальное, в общем-то, все есть. Вот. Ну и тут все это богатое разнообразие, оно связано с рядом причин. Во-первых, по Уралу проходит граница Европы и Азии. А вы знаете, где раньше проходила граница Европы и Азии? Не знаете? Ее раньше проводили по Волге. Вот. Но потом географы и зоологи, ботаники доказали, что именно по Уралу проходит граница Европы и Азии. И доказали они это, анализируя видовой состав европейской части и азиатской части. И вот эта вот граница, это очень важная граница. Кроме того, у нас вот есть граница леса и степи. Это приводит к чему? К взаимопроникновению различных комплексов. И у нас вот эта зона, можно сказать, это зона экотона. Зона экотона – это когда на европейскую территорию проникают виды сибирской флоры или сибирской фауны. И наоборот, на сибирскую территорию, азиатскую, проникают виды европейской флоры или европейской фауны. И вот благодаря этому биоразнообразие нашего региона, она очень богатая. Но вот если смотреть животный мир, у нас на территории Башкортостана встречается 120 там, одноклеточных организмов. Но это далеко не все открыты, на самом деле их намного больше. Там 700 только видов червей. 10 тысяч членистоногих, но это в основном, конечно, у нас насекомые. И мы уверены, что даже половина еще неизвестна. Значит, это только те, которые зафиксированы учеными. Вот. Ну, 300 видов птиц, там 76 видов млекопитающих и так далее. То есть у нас очень, очень богатая фауна. Ну, виды... При этом получается у нас 50 видов. В Красной книге Республики Башкортостан животные у нас 114 видов животных. То есть это почти в 2,5 раза меньше, чем растений. Да? Вот. Из них 50 видов в Красной книге Республики Башкортостан занесены также в Красную книгу Российской Федерации. Вот. Но почему животных меньше, чем растений, хотя животных на самом деле больше, да, чем растений? Потому что вот эти вот всякие там, ну, насекомые, черви и так далее, ну, самые массовые виды, они практически не изучены, и вообще очень сложно сказать, редкие они являются или не редкие. Вот. Поэтому в основном это, конечно, в первую очередь вы видите, что у нас позвоночные животные преобладают в Красной книге Республики Башкортостан. Но прежде чем вообще внести редкий вид в Красную книгу, необходимо очень серьезное обоснование, которое готовится на основе детального изучения этого вида, ареала его обитания, численности, а также факторов, которые влияют на снижение его численности или уничтожение его места обитания. То есть на самом деле это очень серьезная и тяжелая работа. У нас каждые 10 лет ведется кадастр животных и кадастр растений. В ходе этих работ и выясняется, в каком состоянии тот или иной вид. И по итогам этих работ в министерстве, потом комиссия принимает решение, какой вид исключить из Красной книги, а какой оставить, а какой добавить еще. Вот.
То есть это на самом деле не такая работа, что там ты считаешь, что ты не видел этот вид или редко его увидел в лесу, то все, он редкий, надо его в Красную книгу. Нет, совсем не так. Так, почему интересно у меня? Вот, значит, хотел сказать теперь про список МСО. Международный союз охраны природы, значит, это международная организация, главным инструментом которого является красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, также известный как красный список МСОП или Красная книга данных. Это уже международный инструмент, и он был основан в 1964 году. И он представляет собой перечень глобального статуса сохранения и риска исчезновения биологических видов уже на всей Земле. То есть здесь не берется республика какая-то, страна, а именно на всей Земле угрожаемость. Целями Красного списка является предоставление научно обоснованной информации о состоянии видов и подвидов на глобальном уровне, привлечение внимания к масштабам и важности находящегося под угрозой биоразнообразия, оказание влияния на национальную, международную политику и на принятие решений. И понятно, что те виды, которые попадают в угрожаемые категории, страны, которые ратифицировали МСОП, значит, они обязаны будут эти виды охранять на своей территории. Ну, благо, что таких видов на самом деле очень мало, глобально угрожаемые. Но, тем не менее, они есть, и они с каждым годом, их количество увеличивается. МСОП стремится к тому, чтобы категория каждого вида пересматривалась, по крайней мере, каждые 10 лет и по возможности каждые 5 лет. Но вот эти категории, которые применяет МСОП, значит, первые верхние две, это все, это исчезли, либо исчезли в дикой природе, остались где-то там, значит, в зоопарках или еще где-то. Ну, фактически все, это уже исчезнувшие виды. Critical and dangerous, находящиеся в критическом состоянии, тоже это виды, которые уже генетически себя поддерживать не могут, и они в ближайшее время тоже начнут вымирать. Дальше вот 4 категории: endangered, vulnerable, near trended и less concern. Значит, это как бы угрожаемые виды разной степени угрожаемости. Ну и вот последние две – это виды, о которых нет данных. Вообще вот в эту систему вот этого списка по возможности включаются все виды, по которым есть информация. И многие виды в этой системе имеют категорию ЛЦ, которые вызывают наименьшее опасение. То есть виды не вызывают серьезных опасений, но они в этом списке есть, информация о них есть. И пересматривая тот или иной вид со временем, комиссия может сказать, что все, он из этой категории перешел в другую категорию, там, допустим, уязвимых видов или еще что-то. Для того, чтобы принимались решения какие-то по сохранению этих видов. Ну и по состоянию на 2023 год 150 тысяч видов есть в этой системе. Это растения и животные. Из них 42 тысячи, то есть треть, находится под угрозой исчезновения. Ну, то есть находится вот в этих категориях, вот в этих трех, ну, вернее, 4. То есть выше категории, чем less concern. Ну,
Вот просто пример я вам хотел показать, как сайт этот выглядит. Там можно расщелкивать уже каждый вид. И вот, допустим, все наши кошки, они все у нас то ли уязвимые, то под угрозой и так далее. Ну, а есть виды, которым действительно там ЛЦ стоит, то есть не видим на сегодняшний день глобальной угрозы. Причем вот этот список МСОП, он начал развиваться очень сильно в последнее время. Почему? Это благодаря современным технологиям и современным базам данных. Вот одна из таких международных баз данных, это GBIF, это по видам растений, где в какой точке был обнаружен тот или иной вид. И вы видите в этой базе уже, значит, 2 миллиарда записей. 2 миллиарда записей. Видите вот это вот темное пятно? Как вы думаете, что это такое? Нет. Это там, где нет информации. А что за государство? Россия. Да. Это вот как раз, вот если смотреть, европейская часть России, тут еще какая-то информация есть, да? А вся азиатская часть России, информации очень мало. Очень мало. Ну, а в разных государствах есть еще свои различные базы данных, и вы, наверное, слышали про такую базу данных Плантариум, да, где приводятся сведения о различных растениях. У нас наша российская база. Ну, а потом они со временем объединяются вся эта информация. И вот благодаря вот этой информации теперь развитие вот этого списка МСОП, он происходит намного быстрее, намного большими темпами. Ну, дальше, значит, виды, которым угрожает максимальная опасность, ученые стараются сохранить в культуре. Это вот слайд у меня здесь раньше времени. Сохранить в культуре. То есть это интродуцируют в питомники какие-то ботанические сады или в питомники для животных. Ну и при этом, естественно, ведется большая научная работа. Но далеко не все виды можно сохранить в культуре, краснокнижные, редкие. Вот, значит, если посмотреть из наших видов, которые... Вот из Красной книги я вам говорил, да, 284 у нас вида. Из них 183 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях. То есть они на самом деле как бы подлежат охране везде, где встречаются, но не везде люди знают, что это редкий вид и могут его уничтожить. На ОПТ как бы гарантированно они охраняются на особо охраняемой природной территории. Вот из них 83 вида успешно введены в культуру ботанического сада института. То есть мы тоже в культуре стараемся сохранить эти виды. Для чего? Для того, что если вдруг в природе, в популяции начинается сокращение, то, может быть, попытаться восстановить эту популяцию за счет того, чтобы подсеять, подсадить из культуры виды. Ну вот 25 видов как раз мы пытались реинтродуцировать, то есть вернуть в природу. Но удача, к сожалению, не по всем видам, далеко не по всем, не все виды. Они в первый год многие приживаются, а потом начинают выпадать. Но, тем не менее, вот один из самых удачных видов был как раз радиола ремельская. Значит, мы смогли обследовать все высокогорья республики, собрать резиды, так называемые отростки корней. Из этих резидов в ботаническом саду размножали массово этот материал, культуры тканей, значит, другими способами там. И, в общем, получали мы посадочный материал потом и возвращали обратно в природу. Процент приживаемости оказался у радиолы довольно хороший, там порядка 60% посаженных саженцев сохранялись.
выживали и дальше росли. Ну, к сожалению, эти работы были свернуты, потому что республика не могла дальше финансировать. Там копеечное финансирование было, но без экспедиций тяжелых довольно-таки. Подняться в горы, посадить это и вырастить в Ботсаду без какого-то финансирования тоже невозможно. Поэтому эти работы прекратились, к сожалению. Вот. Но по другим видам мы работы продолжаем, и есть очень успешные, такие как лук косой, например, очень хорошо восстанавливаются в природе благодаря нашим усилиям. Таким образом, в условиях культуры можно сохранить некоторые виды, которые находятся на грани исчезновения. И вот благодаря сохранению в культуре естественным экосистемам возвращены, например, такие виды, как зубр, лошадь пожевать, Мне кажется, олень это видео Давид, будет, Саша,
уже включить в состав особо охраняемых природных территорий для того, чтобы их в дальнейшем сохранить. Ну и в заключение я скажу, что на самом деле прогресс дошел до того, что за довольно короткий срок дикие такие нетронутые экосистемы Республики Башкортостан очень быстро деградируют. Я вот сам уже более 30 лет работаю, всю Башкирию объездил, и вижу, как многие вещи деградируют. Особенно из-за того, что высокопроходимая техника появилась. И вот на этих квадроциклах можно залезть хоть куда. Но след от этого квадроцикла не зарастает десятками лет, особенно в горах. Вот. Ну и вот такие кадры мы можем увидеть. Это вот Национальный парк Башкирия. Вот такие участки мы встречали. То есть очень быстро деградирует экосистема. И мы должны, конечно, прилагать все силы для того, чтобы наши уголки природы сохранить, что и делает Русское географическое общество, а иначе это придется делать им. Ну вот на этом веселом кадре я и закончу. Извините, что я долго что-то думал, что быстрее расскажу. Если у вас есть какие-то вопросы, можете спросить, пока нас не выгоняют. Нету вопросов? Все понятно? Ну хорошо, я очень рад.
Меня, конечно, сложно назвать каким-то серьезным научным деятелем. Я как бы, ну, откровенно говоря, от этого достаточно далек. Я скорее про прикладную часть туризма. Я сам по себе спелеолог. Меня зовут Сергей. И я бы вас хотел для начала спросить, вы наверняка теперь знаете, да, кто такие спелеологи? А чем занимаются, можете сказать? Исследованием пещер. Ага. Ну, это близко очень, да, к этому делу. Ну и давайте тогда еще пару вопросов, прежде чем начнем. Знаете самую длинную пещеру у нас в Башкирии? Какая? Очень хорошо. А еще какие-нибудь знаете пещеры большие? Ну, там есть пещера Мурадыновская. Она, правда, очень маленькая, но тоже есть. О, отлично. Ну, вы, значит, что-то уже про это слышали, это круто. Ну, давайте тогда еще такой вопрос. А какая самая длинная пещера в мире, знаете? Эта пещера называется Флинт Маунт, она находится в Кентукки, в США. Ну и давайте и последний вопрос. Сколько она длиной? Как думаете, вот так примерно? Наугад давайте. Километров. Давайте еще. Давай еще больше. Еще больше можно. 80 мало. Давай. 7 тысяч метров – это 7 километров. Это что-то маловато, пожалуй. Вообще, самая длинная пещера в мире, вот эта Флинт Маунт, она длиной 676 километров. Представляете, какой это объем? Это от севера на юг Башкирию целиком пересечь, это вот это вот пространство подземное, это целиком одна огромная пещера. У нее есть много разных выходов там, но глобально это какие-то колоссальнейшие объемы подземные, которые преодолеть, ну, за раз, наверное, невозможно, я думаю, никакому даже подготовленному спелеологу. Ну, а я расскажу вам про тот проект, которым занимаюсь я, это исследование пещеры Кенделинской. Давайте, да, я же сам переключаю. Точно. Не привык я к таким пультам еще. Меня зовут Сергей Рычагов, и я часть спелеоклуба имени Валерия Насонова. Спелеоклуб этот базируется в Уфе, здесь совсем недалеко, в 2 кварталах отсюда, и мы занимаемся тем, что объединяем людей, которые исследуют пещеры. У нас в Башкирии на самом деле огромное количество пещер, потому что это такой плодоносный, невероятный край, их очень много. И знаете кто-нибудь, сколько примерно в Башкирии пещер? Ну, тоже можно наугад, если не знаете. Сколько вот, как думаете? Ну, понятно, что много, а цифра какая? Очень мало. 30 это прям совсем мало. Еще? Ну, это тоже правильный ответ, потому что их больше, да, порядка 100. В Башкирии, по последним данным, 1032 пещеры. По последним данным. Больше 1000 пещер на территории только одной республики. Это на самом деле огромное число, и очень многие из людей, которые не интересуются этой сферой, даже не знают, что пещер на самом деле настолько много. Почти всегда они скрыты где-то далеко, недоступны, и как бы люди обычно о них не знают. Я сам мастер спорта России, очень много участвовал на чемпионатах России по спелео, и последние 15 лет я занимаюсь исследованием этой пещеры, пещеры Кенделинская. Что это за пещера такая? Это на данный момент самая длинная пещера Урала. Ее длина составляет 16 километров, и это для наших краев такие очень серьезные цифры. У нас есть еще подобные пещеры, но они сильно меньше. Но эта пещера сильно отличается от остальных. И рядом с ней, может быть, как раз то, что вы упоминали, находятся еще 2 пещеры, Октябрьская и Ленинева пещера, исследованием которых мы тоже активно занимаемся как раз. Вот. Ну, пещера очень интересная, разнообразная, и сейчас я чуть дальше про нее расскажу подробнее. Это одни из фотографий, сделанных в наших экспедициях. Можно посмотреть, например, какие интересные виды делает природа. То есть понятно, что это все подсвечено, и мы туда пригласили профессиональных фотографов, которые пришли, смогли это снять, но глобально, вот, например, подземный зал один из. Он там вдалеке можно увидеть масштабы зала, то есть вот стоит один человек, но там вдалеке стоит еще один человечек, и ну, зал такой высотой метров 60 где-то. Очень большая подземная полость, классная. Вот. Ну, а там, соответственно, остатки воды. То есть вода в пещере промывает какие-то разные ее части, и появляются, вот, например, такие штуки, похожие там, на, не знаю, на что они похожи, на зуб какие-нибудь, может быть. То есть на что-то подобное. Наша команда, ну, не знаю, с какой стороны начать, смотрите, ну, вообще исследование – это штука достаточно интересная. Мы же люди уже, ну, вот, я и моя команда – это люди достаточно взрослые, у которых у всех есть свои интересы. Это работа, у кого-то там еще что-то, какие-то хобби. И сама спелеология для нас тоже является хобби. Это то, чем мы занимаемся свободно от работы или от еще чего-то времени. И поэтому сам коллектив, сами люди – это самое ценное, что у нас есть вообще, когда мы ездим куда-то. Это сама по себе работа по исследованию, она тяжелая, ее надо делать постоянно, чтобы каких-то результатов достигать. И для нас это хороший способ ездить куда-то отдохнуть. То есть мы в таких местах едем, мы там общаемся, мы там узнаем друг друга лучше. И обычно в таких экспедициях достаточно сложных всегда остаются достаточно сильные люди.
вас всегда окружают классные, интересные, мощные люди. Люди, которые любят жаловаться там, или которые не выдерживают, они обычно оттуда аккуратненько сливаются. Или они перерастают в тех, кто это начинает выдерживать. Тоже хороший вариант. То есть это такой классный способ закалки. Ну и второй, например, почему я этим занимаюсь, это касается географических открытий. Вы, наверное, все знаете, что на территории вообще всей Земли очень мало мест осталось, которые не открыты человеком. Ну, то есть большинство из них человек уже, скорее всего, прошел все эти места. И их осталось буквально единицы. Понятно, что космос не исследован никак, но это совсем какие-то высокие материи. Есть еще, например, вершины. Ну, то есть альпинисты еще какие-то вершины не взошли. Они знают о их существовании, но, например, они их физически не прошли. И вот пещера – это та как раз сфера, которая вообще не исследована. В пещерах вы, например, можете словить такие ощущения, как у космонавта, который первый раз на какую-то планету вылезает. Потому что иногда вы открываете новые залы, где никогда ни один человек до вас не был. Вообще никогда. Этим залам там десятки тысяч лет, там некоторым еще больше. И ощущения от этих первооткрытий, их вообще почти невозможно передать, потому что их мало кто может испытать. И вот эти вот на Земле географические открытия почти недоступны. Все уже исследовано, все уже известно. Хотя есть целое направление просто пройти, например. То есть есть люди, наверное, знаете, что на Эверест очень много людей пытаются попасть. Просто потому что самая высокая вершина. Как бы. Ну да, она исследована, все знают, но все идут. Но есть вот еще такой вариант, которым занимаемся мы и многие спелеологи в России. Это именно первопроход каких-то мест на планете. Этих полостей, на самом деле, очень много. Насколько я знаю, еще где-то процентов, наверное, 95 полостей в мире не исследовано. То есть они есть, существуют, хотя, несмотря на то, что их очень много, и огромное количество еще не исследовано. Поэтому для спелеологов тут работа там, как бы на десятилетия, может быть, там, еще больше вперед. Ну и вот можно посмотреть некоторые фотографии. Недавно мы как раз ездили исследовать. В пещерах, вот если увидите, есть подземные озера достаточно большие, есть и реки, все что угодно на самом деле есть. На второй фотографии видно, как мы живем под землей обычно. Так как у нас экспедиции достаточно длительные, и мы вынуждены находиться в пещерах долго, чтобы добиться какого-то результата, мы берем с собой палаточки и живем-то в таких туристических условиях. Ну, правда, сейчас современное оборудование позволяет жить комфортно, то есть хорошие спальники, хорошее питание, все это без проблем. Но это достаточно интересно в пещерных условиях. Опять же, вот одна из фотографий, третья, мы недавно занимались тем, что мы лягушку вытаскивали. Вот на этой фотографии на руке сидит лягушка. Мы зашли в пещеру, в которой есть обводненная река, и там в самом конце сидела грустная такая лягушка, замерзшая уже от происходящего. И мы ничего лучше не придумали, как все-таки ее оттуда вытащить. Ну, такое немножко дурацкое развлечение. Ну и последняя фотография, самая левая. По ней можно понять, что как раз РГО является одной из тех организаций, которые очень сильно нам помогают в исследованиях. Ну, об этом я еще скажу. Ну, про саму пещеру Кендерлинская, это на самом деле жемчужина. Пещера Кендерлинская невероятно сильно отличается от очень многих пещер даже в России. Она интересна тем, что она очень разнообразная. Бывает такое, что вам, например, чтобы посетить разные пещеры с разным строением, вам надо съездить во много разных пещер, потому что в одной пещере одно, в другой другое, ну и так далее. И чтобы собрать какую-то целую картину, чтобы посмотреть, какие они бывают разные, вам надо много ездить. Вот как раз Кендерлинская тем отличается, что вы все в одной пещере можете посмотреть. Она совершенно разная. Там есть и колодцы, и подземные реки, и озера, и вот такие натечные образования, вот, в которых у нас наш фотограф лежит, вот целая куча красивых, и длинные вот такие ходы, как сверху нарисованы. То есть пещера настолько разнообразна, что посещением ее можно один раз целиком все посмотреть. Единственный тут важный, конечно, нюанс, то что все вот эти красоты, они недоступны людям без подготовки. Тут вообще без вариантов. Для того, чтобы посещать настолько большие пещеры, вам, конечно, нужна подготовка. Ну и для понимания того, насколько она сложная, подготовленной группе спелеологов, которая как-то к этому заранее готовилась, нужно примерно 5-6 дней для того, чтобы пещеру целиком пройти. Ну, можно там, понятно, в промежутках выходить на улицу, в домиках жить, либо можно там в подземном базовом лагере в какой-то теории стоять. Вот. Но надо понимать, что пещера очень большая. Ну и еще для понимания, например, что такое вообще размер пещер, как их себе представить, визуализировать. Вот что такое 16 километров пещеры? Вот то, что, например, на поверхности 16 километров, не сказать, что это большая длина. Ну, то есть 16 километров можно там за 3,5 часа пройти. Это, ну, как бы не сильно сложно. Но в пещерах все кратно 5 или 10. В меньшую сторону, естественно. Для того, чтобы в пещере пройти какое-то расстояние, например, 2 километра, вам понадобится как раз тот же самый час. То есть расстояние, например, на поверхности и на земле, оно сильно отличается. У нас есть вот одна из самых труднодоступных частей в пещере Кендерлинская, куда заброска в одну сторону занимает 10 часов. А там расстояние по прямой 600 метров. То есть если вы на поверхности посмотрите это расстояние, это 600 метров, но мы вынуждены туда забрасываться 10 часов. Потому что там вот такая кардиограмма полная, там сплошные завалы, колодцы, то есть и мы туда с вещами так
героически туда как раз идем, чтобы там в конце что-то пытаться найти. Ну и вот эта штука называется план. Это такой так называемый вид сверху. То есть если вы на Землю вот так посмотрите, может сказать, из космоса, то как раз можно будет увидеть, что пещеры расположены относительно друг друга примерно вот так. Вот тут внизу течет река Зелим. Такая, ну, знаете, наверное, только что предыдущий лектор как раз рассказывал про природный парк Зелим. И вот эта пещера находится там. Это вот синенькая с зеленым. Она немножко у нас замазана по понятной причине, но вот эта вот вся пещера, это пещера Киндерлинская. Общая длина. Общая длина у нее 16 километров, вот это вот. Ну и недавно, в январе этого года, мы смогли соединить вот эти две пещеры. Октябрьская и пещера Леднева, вот она такая маленькая здесь. Леднева была километр раньше, Октябрьская была 1,5 километра. Мы занимались ее исследованием почти 3 года, и за это время суммарно мы, во-первых, смогли их соединить, во-вторых, они стали длиной 6 километров, 6,100, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, ну и раз дальше я сейчас скажу о проекте. Ну, стоит добавить, наверное, что спелеологи республики эту пещеру исследуют уже очень давно, 45 лет. Сама пещера называется «Имени 30-летия Победы». Ну, понятно, что она была открыта в 1975 году, спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны. Вот, и ну, наш проект, конкретно те ребята, которые сейчас занимаются этим исследованием, в 2016 году запустились. И вот сколько там, 7 лет мы потихонечку, с большим количеством экспедиций туда ездим и исследуем. Ну, наверное, это самое интересное, про то, что я могу рассказать, про способы исследования. Каким образом мы вообще ищем какие-то продолжения в пещерах. Недавно у нас была экспедиция со спелеоподводником. Вот если посмотрите, вот этот левый кадр, тут на фотографии Петр Миненков, это спелеоподводник из Красноярска города, и он погружается, вот тут вот уровень воды такой стоит, он погружается в подземное озеро. Это подземное озеро, именно в пещере Киндерлинской, оно очень большое. Его суммарная глубина 51 метр, а длина около 300 метров. То есть это такой огромный-огромный подземный бассейн, в который можно погрузиться и попытаться там найти какие-то продолжения. Людей, которые могут делать вот такое, то, что делает Петр Миненков, их вообще единицы по стране. Ну, то есть их там по пальцам одной руки, я думаю, может, 2 рук можно пересчитать, кто готов такие штуки делать. Дальше, конечно же, мы занимаемся исследованием с помощью веревок. Мы же, ну, как бы, спелеологи занимаются не только хождением по прямой там, и вот так вот без снаряжения. Конечно же, ничего вы не найдете в современном мире, если не приложите большое количество усилий. Все достаточно простое уже давно найдено. Для того, чтобы найти что-то сложное, вам придется далеко наверх лезть. И вот мы вынуждены использовать перфораторы, снаряжение, веревки, целую кучу всего дополнительного снаряжения для того, чтобы, например, куда-то залезть наверх. То есть вы иногда приходите в зал, и в потолке зала видите какую-то дырочку, куда, возможно, стоит залезть. Берете веревочку, снаряжение, перфоратор и вперед как бы 40-50 метров наверх, поднимаетесь, и, возможно, вы там найдете продолжение какое-то. То есть тоже один из способов такой. Ну, понятно, что мы иногда разбираем камни, без этого никуда, потому что это естественная природа, там иногда бывают какие-то завалы, которые вы как-то непредсказуемы достаточно. Двигаете камни, возможно, там что-то бывает. Единственное, конечно, что без подготовки лучше этого точно не делать, потому что иногда камни могут и на вас упасть. Это такой неприятный минус, который надо учитывать. А камни бывают тоже большие, поэтому ну, с этим надо быть сильно аккуратнее. Погружение, восхождение. Поехали дальше. Из тех результатов, которые мы добились за это время, ну, есть такие промежуточные результаты, скорее просто со стороны оценить на то, что сами для себя сделали. Ну, я все время веду учет того, сколько мы лазим, например, по веревкам наверх. И вот я посчитал, что за последние 7 лет мы по высоте набрали 2000 метров. Это значит, что мы взяли веревку и просто по прямой стене абсолютно ровной залезли уже 2 километра наверх. Понятно, что это были маленькие кусочки, за 7 лет там каждое восхождение, 20, 30, 50 метров, все это суммируется. И на самом деле это огромная цифра. Ну, то есть лазить, даже по прямой просто потратить это залезть, это очень долго. А в пещерах это совсем сложно. Ну вот еще такой интересный факт. У нас за это время было 74 экспедиции, которые мы провели. И каждая экспедиция в среднем от 2 до 7 дней длится. И вот у нас за последние 7 лет получилось 195 подземных дней. Сколько это примерно? Легко посчитать достаточно. Это больше полугода под землей. То есть, да, за последние 7 лет вот я лично провел больше полугода под землей. Я как бы обычно со стороны смотрю на то, что я делаю, и думаю, что оно так и должно быть. Ну, в общем, нормально, ничего страшного. Потом такой, я полгода под землей торчал из 7 лет. Ну, так немало на самом деле. Вот, ну и, конечно же, совместно с РГО и с дирекцией мы занимаемся разработкой рекомендаций, как правильно посещать пещеры и как правильно их оборудовать. То есть у спелеологов тут достаточно большой опыт, потому что мы там постоянно, можно так сказать, тусим в этих пещерах. И благодаря этому мы можем хотя бы каким-то опытом поделиться в плане того, как это все организовывать.
Потому что на самом деле люди очень плохо умеют посещать пещеры и обычно там мусорят часто. Ну, это не единственная проблема, но тоже такая существует. Ну и, как я говорил, Октябрьская линия вот сейчас 6 километров пещерная система. Да, я вот еще, мне нравится такая небольшая шутка на тему того, что спелеоклуб Насонова за последние пару лет сделал так, что в Башкирии на одну пещеру стало меньше. По причине того, что две пещеры между собой соединились, и теперь это одна пещера. То есть мы как бы занимаемся вроде исследованием пещер, но количество пещер почему-то уменьшается. Вот. Ну и пещера Киндерлинская, она сейчас 16 километров. Я думаю, что, в общем-то, кто-то уже мог догадаться, какая основная цель. Основная цель – это соединить все три пещеры в единую пещерную систему, и тогда мы сможем, там, по-моему, на 4-е или на 5-е место в России по длине выйти. Это будет очень большая пещерная система, аналогов которой очень мало, на самом деле. Вот. И как бы, ну, потихонечку к этому стремимся. Это, на самом деле, мечта спелеологов уже лет 40, которые многих, причем не только в Башкирии, потому что в Киндерлинске там куча народу работала за все время. Да, ну и вот интересный факт, как раз часть из них я уже перечислял. Вот там подводное погружение, которое у нас было. Вообще, конечно, Петр Миненков, это, ну вот, на нем сейчас оборудование на 50 килограмм. То есть, на самом деле, он достаточно низкий сам по себе, он там 1,60 м, наверное, ростом. И... я забыл ему сказать, ему 68 лет, по-моему, ему. То есть, вот этот человек, которому 68 лет, нацепил на себя 50 килограмм оборудования и поплыл один в темноту, в воду полностью. То есть, это и страшно, и тяжело. Но понятно, что у него за плечами огромный опыт, он может себе это позволить. Но, тем не менее, это какие-то люди вообще другого уровня совершенно. И вот, например, левая фотография, это так называемый ход атлантов в пещере Киндерлинская. Вот эти стены, они высотой почти 50 метров, абсолютно ровные такие красивые стены. И, в общем, очень крутые фотографии, на самом деле, красивые, как в кино, можно делать и у нас. У нас есть места для этого, единственное, что это требует, конечно, много ресурсов, чтобы туда притащить фотографа, там эти все вспышки и так далее. И вот, опять же, наш лагерь выглядит. Мы повадились таскать с собой в лагерь, видно, там разноцветные такие цвета. Гирлянды мы с собой носим, чтобы было немножко веселее. Вокруг палаточки натянул, ушел работать на целый день, вечером приходишь, у тебя палатка с гирляндой. Такое немножко весело хотя бы, не так все черные. Планы. Ну, про первый план, конечно же, я сказал, то, что соединение пещер Киндерлинско-Октябрьская обязательно. Мы очень хотим этого добиться, мы много на эту тему работаем, но, к сожалению, как и любое исследование, здесь никогда ничего невозможно предсказать. То есть нельзя сказать, что мы точно что-то соединим, потому что это не совсем так работает. Это именно какие-то географические открытия. Мы можем только надеяться, что это произойдет, и можем работать, пока совсем не упремся во все тупики, и у нас шансов никаких не будет. Но следующее, чем я для себя в какой-то момент решил заниматься, это какой-то просветительской деятельностью определенной. Потому что, да, многие люди, например, слышали про пещеры, но многие люди не знают, как правильно их посещать и как правильно себя вести в этих объектах туристических. Потому что, на самом деле, пещера – это отдельная история совершенно. Это не в гору сходить, не куда-то в лес сходить. Это совершенно другие условия. Они требуют другого уровня поведения. И через фильмы, которые мы снимаем, мы показываем людям, чем мы там занимаемся и как себя правильно вести. Ну, недавно сделали канал на YouTube, если кому-то вдруг интересно. Так и называется канал, моим именем и фамилией, можно туда переходить. И там уже есть фильмы, которые мы потихонечку ездим и снимаем. Ну и хотел показать для вас небольшой фильм, у меня есть один с собой, про то, как мы недавно нашли почти километр новых ходов, это было в прошлом году, и нашли один из самых больших залов в пещере. Там зал длиной почти 100 метров. То есть подземная полость очень большая, очень интересно, и, наверное, можем попробовать включить, да? Можете пока о чем-нибудь меня спросить, если хотите, если что-то интересное есть. Не страшно ли там, еще что-нибудь такое, не знаю. Мне кажется, видео будет с нашего языка, мы тут просто тюленем себе безбожно. Нет, мы сейчас уйдем, будем адски работать. Первопроходы. Лиля пытается вылезти из первого прохода. Если там тупик, то нам сюда. Кажется, это претендует на самый большой зал, нет? Подожди еще раз. Через 4 минуты. Да. А он еще не начал шипеть. Короче, у нас бывают дни, когда спелеологи живут не только под землей, и как адекватные нормальные люди на поверхности.
так хорошо, что даже не очень-то и в пещеру хочется. Женя, расскажи, куда пойдем сегодня? Что будем делать? Я еще не знаю. Ну что, вылез наконец-то. Метров 50. Будем надеяться, что что-то есть. А здесь что-то интересное. Блин, мне уже стыдно, что я иду сюда один. Не потому, что там опасно, не опасно, а просто потому, что есть у нас эти общие правила. Что делать проход вместе, даже как-то грустно. Вечно вылезаешь на восхождение один. И погрустить с тобой никто не может. Не вылезть. Ну ладно, если он еще 10 метров и дальше так пойдет, я просто развернусь. Скажу, ну и ладно, как бы, пошли обратно. Следов здесь, естественно, нет. Мы точно вылезли куда-то в новые ходы. И это зашибенно. Чё-то куда-то идет. Зашибись. Я Мне кажется, видео Ситуация достаточно сильно проще, потому что разбирать сверху это не сильно сложно. Там, ну да, камней много, сидишь там потихонечку переворачиваешь. Такие ситуации были. Ну, раньше были ситуации, когда я высоты, например, боялся. То есть бывает, когда ты лезешь в полной темноте, вот, например, в колодец наверх ты лезешь. То есть вы находитесь в каком-то зале, у которого очень высокий потолок, и вам надо наверх залезть. Вот вы лезете там где-то метров 50-60, вы оборачиваетесь вниз, а внизу ничего не видно, потому что темно. То есть вы не досвечиваете дна, и раньше вот как-то было немножко некомфортно в таких ситуациях. Ну, сейчас уже как бы такого нету. То есть ты лезешь, там, медитируешь, включаешь музычку в телефоне, как бы, и все, на своей волне, там, там часов 5-6 работаешь. Вот, как-то так. Ну, бывает страшная ситуация, когда вот Петр Миньков погружался, конечно, но, к сожалению, к большому, подводники периодически не выплывают обратно. Это очень, прям вот если взять спелеологов, они условно отбитые ребята, ну, то есть вот как бы такие экстремальные, то если взять подводников, это отбитые ребята среди отбитых ребят. Прям совсем. То есть это даже среди нас люди, которых я стороной стараюсь обходить, потому что, ну, лезть туда и так далеко плыть, и, к сожалению, они туда не уплывают. И когда подводники погружаются, даже в наших экспедициях, мне немножко страшновато. Потому что, ну, как бы человек может не выплыть, и это всегда очень плохо, как бы грустно, и ничего в этом классного нету.
Но это цена исследований. Как бы. Вы хотите открывать новое, значит, вы вынуждены будете рисковать. Не обязательно, но иногда приходится. Вот. Это классный вопрос. О, это тяжелый вопрос. Ну, давай так, я трачу все деньги. Я, по сути, живу для того, чтобы ходить по пещерам. Ну, это со временем так сложилось. У меня, во-первых, мама спелеолог. Мне не сильно давали выбор, когда сказали, что чем ты будешь в жизни заниматься. Я, конечно, тоже учился здесь в педе, несколько лет назад там закончил педуниверситет, но я явно не тот факультет выбрал, видимо, потому что я там на физмате учился, а надо было, возможно, не графически идти. Вот, но тут нет предела, сколько можно на это потратить. Потому что мы сейчас, например, стали снимать фильмы о том, как мы посещаем пещеры, и это сразу микрофоны, это сразу айфоны надо купить, скорее всего, они лучше всего снимают. Это надо там квадрокоптер купить, например, чтобы снимать. И это я молчу про то, что у нас есть еще куча снаряжения, которое надо для посещения. В рублях, это, сложно сказать. Но вот опять же, я там зарабатываю, и мы все, что зарабатываем, вкладываем в исследования, вкладываем в снаряжение, в какие-то инструменты, чтобы это все снимать, и все туда. Такая вот у нас веселая жизнь. Так что да, нам приходится много тратить, потому что такие исследования редко кто-то спонсирует. Ну, вот у нас сейчас очень удачный вариант, когда мы выиграли грант РГО второй, и его реализуем. И грант сильно помогает нам эту базу поддерживать. Потому что иначе приходилось бы еще больше где-то денег искать, чтобы все это покупать. Ну, а цены сейчас, сами знаете, как бы, там, все в космос улетает потихонечку. Поэтому, вот, тратим все. Бывает очень много. Это грустно иногда. Вот. Еще? Сколько максимум времени вы проводили в пещере за раз? Я, дней 25, наверное. Что-то 24 дня. Это немножко необычное ощущение, это тяжеловато. Но на самом деле терпимо. Нужен опыт. То есть вы, если привыкаете к пещерам и привыкаете к тому, что вокруг вас, вам не сильно страшно находиться в этой среде. То есть ничего такого там глобально интересного нет. Но это тяжело просто. Надо понимать, что в пещере все немножко по-другому работает. В пещере вы находитесь не так, как будто дома, когда у вас, например, рядом чайник стоит, когда у вас туалет рядом стоит. В пещере для того, чтобы там в туалет сходить, вам надо пройти условно 50-100 метров. И сделать, где стоит у вас стационарный туалет. Чтобы вам сделать еще что-то, вам надо пройти 500 метров. И у вас уровень активности сильно выше. То есть вы каждый день условно устаете. Даже если вы очень хорошо кушаете, вам необходимо восстанавливаться. И обычно, когда очень долго в пещере находишься, всегда есть выходные, когда вы целый день лежите в палаточке, разговариваете, общаетесь, играете в какие-нибудь настолочки, что-нибудь подобное, просто проводите там приятное время, но вы обязательно физически отдыхаете. Потому что именно нагрузка в пещерах, она очень высокая. И что бы вы ни делали, вы почти всегда будете, если день отработали, значит, вы сильнее устали и меньше восстановились. То есть обычно за ночь до конца не восстанавливаешься. И поэтому там обычно бывает 3-4 рабочих дня, потом выходной. Потому что иначе будет совсем грустно. Вот. А какой выбор? Мы ездим на выходных, а на следующее утро всем на работу. Вообще неинтересно, долго или недолго, вы просто на следующий день идете на работу, что с выбора нет. На работе вы уже потихонечку. У нас обычно самая популярная тема – это, пожалуйста, можно мне после отдыха еще один отдых, потому что я что-то на отдыхе устал. Это вечная тема, потому что мы ездим всегда на выходных и на праздниках. То есть это у нас почти все рабочие, люди работают, люди там более-менее взрослые, те, кто уже университет, по крайней мере, закончил. Тут выбора нету, да, это достаточно тяжело, но мы приезжаем на следующий день и отдыхаем уже здесь в рабочее время, куда деваться. Так что, да, это тяжело, как и любая физическая нагрузка, связанная с туризмом. Как-то так. Если вопросов больше нету, можете спрашивать, если хотите, но если нет, можем... А? Что обычно ходит в Модерование? Да. Слушайте, спелеологи, очевидно, что первое, что, наверное, может в голову прийти, это свет. Вы обязательно входите в пещеру с фонарями. У любого спелеолога всегда 2 света, не один, всегда 2. Потому что любой, даже самый надежный свет, иногда может сломаться, а дальше вы в полной темноте, вы бесполезны достаточно. Вы никуда не дойдете, не выйдете. Поэтому, понятное дело, свет, обязательно каска, 100%. Без каски вообще мы в пещеру никогда не входим. Спелеологический комбез, то есть это такая большая одежда, достаточно плотный материал, который долго рвется. Потому что вы в пещерах вынуждены постоянно ложиться, где-то тереться об стены, еще что-то делать. И вот это тоже обязательно. Понятно, что резиновые сапоги, перчаточки, какое-нибудь термобелье, без него тоже никуда. И если вы идете в вертикальные пещеры, то, конечно, это снаряжение полностью. То есть это комплект, который вы надеваете на себя, железок всяких специальных, как в фильмах показывают. И веревки, что-то еще дополнительное, может быть, лагерь подземный. То есть вы вынуждены брать с собой палатку,
спальник, горелки, что-то еще, ну и там разнообразное меню какое-нибудь прикольное. Вот, недавно мы попытались в пещеру пельмени занести. Развлекались интересно. Ну, пока несли 6 часов, они у нас немножко слиплись, и получилась какая-то фигня, короче. Но идея была хорошая. Как-то на день рождения красный бархат затаскивали, вот так в руке в пещере. Ну, то есть у нас был тортик такой красивый, закрывашка, и один человек нес просто отдельно торт, чтобы у нас у одной девочки был день рождения. И попадалось, что день рождения на середину экспедиции, то есть мы под землей именно находились. И вот он вот так вот нес один аккуратненько, чтобы никто не видел этот торт. То в какой-то момент достали. Ну, торт под землей – это очень редкое явление. Только если из камня бывает, то пожалуйста. А так, ну вот так развлекались, например. Ну, если можно, чтобы лучше было видно, можно свет выключить, потому что немножко экран бликует. Идем понял с нашего войска, мы просто тюленем себе безбожно. Здесь первого прохода. Если там тупик, то Мне кажется, видео будет с нашего войска, мы тут просто тюленем себе безбожно. Мы сейчас уйдем и будем адски работать. Первые проходы. Лиля пытается вылезти из первого прохода. если там тупик, то нам сюда. Кажется, это претендует на самый большой зал, нет? Ну, один из самых больших-то точно. Подожди, еще рано. Через 4 минуты подойди. Да. А он еще не начал шипеть. Короче, у нас бывают дни, когда спелеологи живут не только под землей, и как адекватные нормальные люди на поверхности. Здесь так хорошо, что даже не очень-то и в пещеру хочется. Женя, расскажи, куда пойдем сегодня? Что будем делать? Я еще не знаю. Ну что, вылез наконец-то. Метров 50. Будем надеяться, уже что-то есть. А здесь что-то интересное. Мне уже стыдно, что я иду сюда один. Не потому, что там опасно, не опасно, а просто потому, что есть у нас ведь общее правило. Что делать первый проход вместе? Даже как-то грустно. Вечно вылезаешь на восхождение один. И погрустить с тобой никто не может. Не вылезти. Ну ладно, если он еще 10 метров и дальше так пойдет, я просто развернусь. Скажу, ну ладно, как бы, пошли обратно. Следов здесь, естественно, нет. Мы точно вылезли куда-то в новые ходы. И это зашибенно. Чё-то куда-то идет. Зашибись. Я считаю, это охренительно. Дим, где мы? Слушай, мы идем где-то параллельно основному ходу Октябрьской. Победа не Октябрьской. Блин, привык уже. На восток, северо-восток. Пустое место на карте. Мы в теории можем как-то совместиться с основным ходом Октябрьского. Где-нибудь выпустить на него. Это просто проверение. Да, господи. 60, наверное. Как я смотрюсь? Отлично. Ребят, это нос? Это нос? Если там тупик, то нам сюда. В смысле, где тупик? У вас. Нет. Нет. Нет, у меня тоже нет. Ну, давай сначала на левый ход. Давай. Там попроще. Дима, ты сам. Я, по-моему, где-то здесь, я слишком первый следы. Ага. Я уже не
Иван. Вот есть немало вероятность, что мы выпали в основной ход. Что? Ну, видно, что очень высоко, но я когда его встречу, не мешает. Он нам но как бы мы не можем минуть на основной ход Октябрьский, к сожалению. Победа. Горизонтально снимай, если снимаешь. Ну, принято так у нас. В инстаграмных делах. Все понял. Принято снимать вертикально. Я не выкладываю. Ну, Дим, скажи, если я неправильно снимаю. Ты правильно снимаешь. Не может быть такой замечательный ход тупиком. Ой, стрёмный камень. Большой стрёмный камушек. Плита над Димой такая. Да вообще стрёмная. Настоящая, стрёмная такая. Класс. Такая. Ну, она висит на маленьком камушке. Я вижу, на чем она стоит. На честном слое. Все, опускай. Давай. Отпусти. Вот это забери. Все, я тут держу. Забери все. Ой, ништяк. Вот. Разобрали немножечко завал. Что-то есть. Что-то есть. Что, полезем? Ну, придется. Берись. Тим. В общем, мы вот по этой щели, по меандру очень долго лезли, терлись, все узко, неприятно, Сереж, тебе не понравилось. И вышли в безумно знакомое нам место, знакомое каждому. Эльдар, где мы? Мы в тупике. Я 100 раз здесь был. Каждый раз как первый. Лиля пытается вылезти из первого прохода. Если бы здесь была новая часть, никому бы не понравилось. Ну, смотри, а что там за ней было бы? Нет, все равно бы никому не понравилось. Проход на выдохе. Вау! Я пещеру сломала. Что у тебя? У тебя какие успехи? Расскажи. Ну, все отлично. Я не дошел до конца. Мне в какой-то момент стало грустно одному. Я развернулся, пошел за вами. Отлично. У меня плечи кое-где не влезают. Ты идешь. Ага. Ну, я не дошел. Сейчас пойдем пожрем, потом дойдем. О, это вообще идеальный просто план. Пожрем, потом сходим на первый Проход. Идеально вообще. Буду снимать Димину попу. Вот через 50 метров не кончится, я наверное, Там узенько. Вот и красивости пошли. Да, смотри, прозрачная какая. Флаги-то? Вот это сними. Ого, я даже не заметила его.
Вот это да. Божечки мои, какие они классные. Ну что делать? Что? Предлагайте с нами перед снаряги. Давай. Возможно, понадобится молоток, не жалко. Смотри. Как красиво. Смотри, какие они изогнутые, кривые все. Да. Как музей, да? Ага. Вот и будет еще музейный ход. Музей, реально музей. Сейчас. Продолжается? Такое ощущение есть, да. Находим ли? Пока ребята там работают, нашли Жене шкурничек. Тоже красивый весь такой. Белый. И куда-то там дальше идет. Такие вот очень красивые первооткрытия у нас. В общем, лезли и наткнулись на следы Женины. Вот к залу, куда мы вышли в первый раз. Из интересного тут снова много всяких классных штук на стенах. Иду. Где и пагода. Так, давай-ка выходим. Мне надо поснимать это. Есть. О, божечки. Офигеть. Здесь обвальный. А, мне даже не просвечивает ничего. Ничего себе. Мне свет не достает. Офигеть. Красиво. Вот это зал. Купол какой? Ого. Офигеть, реально купол. Наверху. Обалдеть. Слушайте, кажется, это претендует на самый большой зал, нет? Ну, один из самых больших точно. Вот это пагода, ребят. С 2 человека просто. Дим, ну-ка стань рядом, пожалуйста. Не надо это. Просто гигантская пагода. Люди, пагода. Не, лучше ход. Люди. Ого. Рогата. И вон там тоже стены еще. Да, красненькие. О, боже.
тут не возвращаешься. Чуть-чуть более стрёмно. Две точки. Там еще какая-то щель есть, ребят. Видом демонстрирует, что он камень. А это не камень. Бывает белый спелевок, а бывает босоногий спелевок. Он как хоббит. Если бы мне когда-нибудь кто-нибудь сказал, что я буду лазать по траве босиком, в смысле совсем босиком, я бы пальцем не так укусил этого человека и сказал, что это чушь полнейшая. А еще мне кажется, что мы сюда скоро поедем снова. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight. I was born to was born to fight. Be yourself down a lonely road. I try to find my way, but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. You know them all for like forever, now you just to ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Это совершенно другие результаты достигать. То есть берем с собой там 2-3 перфоратора, кучу аккумуляторов, и 5-6 дней работы нам обеспечены с таким количеством. То есть мы можем одновременно точки ставить, одновременно на веревку где-то вешать, и все это еще в разных местах, еще где-то восхождение делать отдельно. То есть как-то так.
Ну, две уже соединились, то есть мы нашли соединение. И вот сейчас как раз вот эта одна большая с другой большой. Но вообще сейчас мы это поиском новых ходов делаем. То есть и пещеры достаточно большие в местах, где они друг к другу подходят. Там много ходов, и наша задача все это обследовать, внимательно все это описать, сделать топографическую съемку всего этого и в 3D посмотреть, как пещеры между собой соединяются и есть ли какие-то ходы, которые близко подходят. Соответственно, если мы такие ходы находим, мы начинаем в них в первую очередь работать. То есть разбивать камни, расширять как-то, там, пытаться залезть куда-то. То есть всеми возможными доступными способами человеку мы пытаемся пробиться в такие места. Вот. Ну, это такой целый комплекс работ. То есть надо найти, описать, нарисовать, засунуть это в 3D-модель, посмотреть, как это в 3D там выглядит, и уже пытаться в нужные места лезть. Вот. Ну, чаще всего нет. Надо понимать, что кричать излишне в пещере, конечно же, не стоит, потому что действительно это может как в какой-то теории привести к тому, что что-то упадет. Но на самом деле там и большие объемы, и ребята не так громко говорят. Сейчас просто колонка была громковато включена. Но да, они говорят в полный голос, конечно же, иногда чуть сильнее, потому что иногда эмоции перехлестывают, и не всегда получается это контролировать. Но то есть излишне кричать там или, например, какие-нибудь петарды взрывать или еще что-то, ни в коем случае не надо этого делать. Это точно излишняя нагрузка. Вот она как раз может к какой-нибудь такой ерунде привести. А если разговаривать, это абсолютно нормально. Это точно не надо там шепотом разговаривать там, и так далее. Нет. Ничего страшного, если говорить спокойно. Ну или чуть громче. Это скорее тут обратная опасность есть. Если все в пещере кричат, вы можете в какой-то момент не услышать, если что-то важное произошло. И это уже вопрос безопасности. Если кто-то там, например, оступился или подскользнулся, или может это сделать, а все орут, вы просто не услышите, как человек там пытается попросить помощи как-то, а все орут стоят. То есть, да, конечно, мы стараемся этого не делать. Но тут такие, тут вот здесь были первооткрытия, и люди, их перехлестывают эмоции, они не всегда могут там тихо говорить. Ну, да, каемся бывает. Ну, у нас клуб достаточно большой сам по себе, клуб занимается немножко разными сферами. Но те, кто ходит с нами, вот этот состав, например, 8 человек, их еще чуть больше, они все ребята, ну, они изучают, они занимаются подготовкой к посещению пещер в клубе изначально. Они этим как раз целый год занимаются. Но вот двоим ребятам, которые здесь были, они год занимаются всего. То есть вот они немножко походили и стали с нами потихонечку ездить, ну, скажем так, вкатываться в это дело, потихонечку привыкать, как-то получать опыт, перенимать его. Кто-то давно, то есть я давно, там есть вот у нас на кадре был еще мужчина такой постарше меня явно, он уже лет 30, наверное, занимается. То есть он под 50 лет самому, ну, то есть как бы еще на поколение дальше меня. То есть, многие ребята старше меня, там, да, кто-то младше. То есть ребята готовятся потихоньку туда ездят. Есть пещеры же попроще, то есть у нас новички, которые в клуб приходят, они сначала в зале занимаются, потом потихонечку по пещерам достаточно таким простым. Даже Капово можно читать спокойно, простой пещеры, правда, туда не попадешь так легко. Вот, а потом уже они идут в пещеры, где много вертикали, где много горизонтали какой-то узкой, где надо вещи постоянно за собой таскать, где там, возможно, под земным лагерем жить. Потому что это все, там, есть определенные правила к этому, и просто так это совсем не возьмешь. Ну, смотря что над вами висит. Обычно, если вот на видео здесь посмотреть, здесь очень много ходов, которые имеют явную такую форму, и это известняк такой, он вообще никакой опасности не несет, это абсолютно надежные стены, прям точно. А бывают, вот там было в кадре видео, где камень висит над вами, такие ситуации тоже бывают, а вот это уже поопаснее как бы. Но этот камень можно аккуратненько там скинуть потом, если там туда продолжение будет. То есть есть смысл туда людям ходить, для того, чтобы люди не убились, этот камень, конечно же, спустит потихоньку, чтобы кто-то не наступил. А глобально страх притупляется желанием открыть новое. Как и в любой экстремальной сфере, к сожалению, тут вот, других выходов нет. У человека притупляется вот это понимание. Главное, чтобы это не переходило грань, когда вы нарушаете уже явно безопасность. Это такая грань тонкая, бывает по-разному. Но я абсолютно уверен, что не существует людей, которые совершают какие-то серьезные открытия и которые при этом не рискуют. Так не бывает. К сожалению, это как бы единственное, что риск должен полностью оправдываться. Вы должны понимать, что конкретно, чем вы рискуете, на что и что может произойти. Если вы еще и умеете с этим как-то работать, с последствиями этих рисков, тогда
Я думаю, что как-то можно с этим бороться. Если вы не понимаете, что вы делаете, например, залезли и начали ковырять там палкой какие-то камни над собой, это очень надежный способ, как бы больше никуда не ходить никогда. Да, ну, надо как-то аккуратнее все делать. Ну, Каповая пещера, для примера, там, по-моему, туристическая часть это что-то около километра, если не ошибаюсь, может и меньше. Ну, понятно, что там и меньше можно попасть, они иногда решетку скрывают. Сама Капова, по-моему, 3 километра, 3200, что ли, длиной. Ну, то есть в сравнении Кендалинска 16. Как бы, и Кендалинска еще на 2 головы сложнее, потому что очень много вертикалей, каких-то узких мест, еще чего-то. Ну, то есть это просто разные пещеры. Хотя Капова очень красивая, интересная. Надеюсь, мы в следующем году туда попадем, прям уже поисследовать. Может быть, вдруг получится. Ну, или хотя бы сходить целиком всю пещеру. Какой? Кедрлинская? Ну, это в первую очередь пещера, находящаяся на территории ОПТ, Зелим, природный парк Зелим. Ну, геопарк, честно говоря, я не сильно представляю, каким образом геопарк и ОПТ вот это все вместе совмещают, и кто из них там главнее, и там это какая-то такая очень мутная схема, ну да, геопарк вроде какое-то отношение к этому имеет. То есть это вроде и территория геопарка, и территория ОПТ, и какая-нибудь там, ну, короче, сами разбираются. Вот. А мы стараемся не застревать. Это странно, да, я согласен, что бывает достаточно много ситуаций, когда в пещерах совсем узко. И вы начинаете опытным путем пытаться туда пролезть. Ну, мне меньше всего в этом везет, потому что я большой, я чаще где-то застреваю. Но обычно вы очень аккуратно пытаетесь в какое-то место пролезть. Если вы прям чувствуете, что вы физически пролезть не можете, туда лезть просто не надо, потому что вы застрянете. У нас есть в команде один уже тоже постарше меня немолодой человек, у которого одновременно боязнь высоты и клаустрофобия. И он очень часто грустит, когда в узкие места залезает или когда на веревку встегивается, вот он грустит. А еще бывают узкие вертикальные места. Вот там у него вообще прям веселье. Но он аргументирует тем, что он пытается бороться со своими страхами. То есть он ставит себя в ситуацию тяжелую, и у него это получается. То есть он как-то большой, ну, смелый человек в этом плане очень. Но постоянно боится там в этих местах. Ему постоянно грустно. Ну, бывает. Каждый борется со своими страхами как может. Да, конечно. В пещерах, на самом деле, много живности, только она не такая, может быть, интересная, как в кино. Но самая частая живность – это летучие мыши. Их очень много в пещере, они есть почти во всех пещерах. Иногда они там даже колониями как-то спят. Единственное, что, наверное, это не те летучие мыши, опять же, как в кино, которые там на вас набрасываются, что-то кусают. Нет, это они безобидные абсолютно. Они там висят где-нибудь по уголкам, летают периодически. Ну, по летучим мышам, кстати, вы можете понимать, где большие ходы есть и где есть продолжение. Если летучие мыши летают в какую-то часть пещеры, в которую особо никто не ходит, то, скорее всего, там еще много ходов может быть. Потому что они как раз знают, куда летают хорошо. Вот. Ну, живность всякие. Ну, бывает, в зависимости от того, что в пещере есть, вода или нет. То есть, если пещера полностью сухая, то там вообще никакой живности не будет. Только летучие мыши. Если пещера с водой, то вода – это уже источник жизни определенный. И там могут быть какие-нибудь червячки мелкие совсем, там что-нибудь такое, какие-нибудь полуракушки, но и, в общем-то, это. Ну, и еще самое главное, от чего все зависит от температуры. Потому что наша температура плюс 4, наших вообще этих широт, регионов всех. Но если взять пещеры, например, сильно восточнее туда, например, в Австралии пещера или в Китае где-нибудь южнее, то там температура пещеры-то сильно выше. Там 10 градусов, 12 градусов. И вот там уже как раз всяких насекомых и всех подряд там уже сильно больше. Потому что температура позволяет этим животным там жить. Ну, мало приятного. Не то, чтобы я сильно хотел туда попасть и посмотреть на всех этих паучков там ползающих и так далее. Но... То есть леса растут, видели, может, картинки в интернете, как там какой-нибудь огромный зал подземный, и там куча какой-то, не знаю, лес растет внутри. Ну, то есть лес растет, как раз температура высокая, лес может там расти. У нас такого быть не может, просто потому что температура ниже. Но очень классно зимой. Когда вы из минус 30 заходите наконец-то в пещеру, такая радость прям вообще, плюс 4, потому что ничего не замерзает, все тепло, прям. А вот когда минус 30, прям грустно на улице. Забрасываться в пещеру в минус 30, это прям отличное удовольствие. Дорогие? Ну, как понимать ценность? Потому что есть люди, например, какие-нибудь микробиологи или еще что-то, для которых какой-то конкретный минерал невероятно важная вещь, например, для работы, еще для чего-то. Для нас, например, он не будет представлять никакой ценности. Если ты имеешь в виду, например, там золото или еще что-то подобное, такого, конечно, нет в пещерах, в наших, по крайней мере. Но для геологов там однозначно
раздолье, всегда можно найти какие-нибудь камешки, еще что-то, все, что может представлять какие-то для музеев, там достаточно. Ну, кости можно найти. Слушайте, вот, кстати, в Кендерлинске на входе в свое время очень много черных всяких копателей было, которые выкапывали всю входную часть, искали кости всяких животных, которые очень давно погибли. То есть там медведей там старых, еще кого-то. Испортили очень сильно пещеру, ну и, видимо, заработали немного денег благодаря этому. Потому что перекопали там всю входную часть. Такое можно, наверное, найти вполне. А прям именно какие-то минералы, ну, я думаю, что нет смысла у нас, по крайней мере, их искать. Ну, если все, я не знаю, просто можно не мучить детей, не выдавливать вопросы. Спасибо за внимание. В глубине 1600 метров, самая глубокая пещера, в которой я был. Это пещера снежная. Это одна из самых сложных пещер вообще на постсоветском пространстве. Она длиной сейчас уже больше 40 километров. Ну и она считается такой одной из самых сложных. У нее общая глубина, по-моему, сейчас 1700 метров. Ну вот 1500, я туда залезал как-то давно, лет 5 назад. Самая глубокая пещера мира 2200 сейчас, 2 километра 200 метров. Ну, именно пещера естественная. Не шахты какие-то, которые люди вырыли, а именно пещера. А ощущается то, что вот на это вы почти там на 2 километра, да, как у вас там притяжение? Это не прямой, ну, то есть это не один большой колодец 2 километра, это целая система, которая идет колодцами, горизонталь, колодец, горизонталь, и вот так это может идти. Иногда горизонтали очень много, колодцев мало. Тогда вы и много глубины набираете, и очень много длины. Вот как раз снежная это из тех пещер, где вы там почти по горизонтали идете, но при этом умудряетесь достаточно глубоко спуститься. Можно с вами сфотографироваться все вместе? Пожалуйста.